Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Лина Зинатуллина. И вот о чем сегодня в выпуске. Расследование резонансного дела продолжается. Незаконно выдал медицинское заключение об отсутствии противопоказаний, медицинских показаний к управлению транспортным средством. Новые подробности трагедии в Алексеевском районе, в результате которой погиб 6-летний мальчик, расскажет Рамиль Галиулян. 2 недели в родных стенах. Желание, наверное, одно, да? Чтобы живыми, здоровыми вернулись домой. Нижнекамск провожает отпускников в зону СВО. Об этом в репортаже Гульнары Минихановой. Дом в СНТ построили, а вот зарегистрировать его не смогли. Вообще дом в воздухе. У него даже документов нет. К чему привели утвержденные Казгордумой правила землепользования и есть ли выход из ситуации, разбиралась Вероника Гайнудинова. В аэропортах, ЖД и автовокзалах не вся информация представлена на 2 государственных языках, а на табличках до сих пор находят ошибки. Касается и вывесок, уличных аншлагов, мемориальных, информационных досок. Здесь это муниципальным образованием нужно все это согласование провести. Удается ли в Татарстане одинаково сохранять 2 государственных языка? Об этом расскажет Алия Хайрудинова. В Татарстане идет расследование громкого дела о смертельном наезде на 6-летнего мальчика в Алексеевском районе. Трагедия произошла еще во вторник, но подробности появляются до сих пор и вызывают много вопросов. Общественный резонанс история получила после проверки прокуратуры. Выяснилось, сбивший мальчика водитель состоял на учете у психиатра, а значит, водительских прав у него быть не должно. Однако врач ЦРБ выдал справку об отсутствии противопоказаний. И цена этого поступка – жизнь малыша. Как нам сегодня стало известно, погибший Амир из многодетной семьи. Рамиль Галиулян восстановил хронологию трагедии и узнал, кто к ней причастен. Это не наш первый мысль. Бабушка 6-летнего Амира до сих пор не может поверить в случившееся. Говорит, мальчик приехал на выходные из Казани. В тот роковой день она не знала, что, отпуская внука на прогулку, видит его живым в последний раз. Он же аккуратный у нас был. Он всегда дорогу переходил правильно. На велосипеде ездил правильно. Направо-налево. Машину пропускал, останавливался. Я не знаю, как так случилось. Трагедия произошла во вторник во второй половине дня. Момент ДТП попал на видеорегистраторы припаркованных авто. На кадрах видно, Амир и 3 его друзей в парке катаются на велосипедах. Как вдруг на скорости на площадку влетает иномарка и сбивает мальчика. Шансов выжить у малыша не было. Чудом остались в живых остальные. Это парк 8 марта, и именно здесь произошла трагедия. Сейчас, спустя несколько дней, здесь мало что напоминает о трагедии, кроме разве что вот этих временных ограждений у озера. Ведь именно сюда в конечном итоге и вылетел автомобиль. За рулем «Шевроле» был 56-летний житель Алексеевского Андрей Чумаров. Как выяснила прокуратура, мужчина состоял на учете у психиатра. Его диагноз не позволяет садиться за руль. Несмотря на это, по данным следствия, в конце 2021 года врач местной ЦРБ выдал мужчине справку, разрешающую получить водительские права. Материалы проверки с постановлением прокурора были направлены в Чистопольский следственный отдел Следственного комитета с требованиями об уголовном преследовании должностного лица, врача. Кроме того, в районный суд направлено исковое заявление признать действия районной больницы незаконными и лишение водительских прав на управление транспортным средством водителя. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Возбуждено уголовное дело в отношении председателя врачебной комиссии по медицинским осмотрам ГАУС Алексеевской ЦРБ, который незаконно выдал медицинское заключение об отсутствии противопоказаний, медицинских показаний к управлению транспортным средством. Как выяснилось, врачу 62 года, стаж работы больше 30 лет. Комментировать ситуацию в Минздраве отказались. Это уже второе уголовное дело, возбужденное после трагедии. Первое открыли по статье «Нарушение правил дорожного движения», повлекшее по неосторожности смерть человека. История получила общественный резонанс. Новость ужасная, услышала я от знакомого, просто от знакомых. Я думаю, что здесь просто с вождением вообще большой очень беспорядок. Мы же все родители, у всех дети. Поэтому беспокоимся. Сейчас продолжается расследование уголовных дел. Водитель находится под подпиской о невыезде. Меру пресечения врачу выберут на следующей неделе. Мы будем следить за развитием этой истории. Рамиль Галиулян, Игорь Романов, ТНВ, Алексеевский район.
Татарстанские мобилизованные возвращаются в зону СВО. 2 недели они провели дома в отпуске. Одними из первых на место дислокации сегодня отправляются ребята из Нижнекамска. Всего в отпуск приехали 75 человек, 6 сегодня проводили в войсковую часть. В эти дни в республике ждут новую группу отпускников. Гульнара Миниханова провожала бойцов. Это советский мультфильм. Мы за это боремся. За Россию. На кителе Айнура изображен герой советского мультфильма «Чебурашка». Для него это символ детства. Говорит, на службе напоминает о доме, близких, дружбе. В зону СВО он попал в октябре прошлого года. Спустя 6 месяцев вернулся в 2-недельный отпуск. Я увиделся со всеми родными, с кем хотел увидеться. И иначе это замечательно. Есть за что бороться, есть за что биться. Он наш защитник. Мы его любим, уважаем. Сегодня Алексея провожает мама и сестра. В зону СВО его призвали тоже в октябре. Службу несет в медроте ДНР. Он один из первых приходит на помощь раненым и транспортирует их в военный госпиталь. 2 недели дома придали сил, говорит Алексей. Замечательно. Вообще пролетели на одном дыхании. Все было прекрасно. Чем занимались? Да всем домашними делами, которые в радость. Раньше они как-то напрягали, сейчас радуют. Я провожаю своего братишку. Хотя неохотно, никак гордимся уж, кто защищает нас. А как без этого-то? Желание, наверное, одно, да? Чтобы с живыми, здоровыми вернулись домой. У военного комиссариата Нижнекамска собрались родные, близкие и друзья военнослужащих. Как и тогда ребят лично провожает военком. Пожелаем, наверное, им силы воли, духа, физических сил. Выдержать все испытания, которые будут в их пути. Надо верить, надо стараться, надо беречь себя. Вы наша гордость, и все, что требуется от нас, то есть помощь, та, которая нужна будет вам там на местах, по возможности мы будем оказывать вам и вашим семьям. Также мы надеемся, что следующая наша встреча состоится уже в полном составе убывших осенью прошлого года мобилизованных наших ребят. В 2-недельный отпуск прибыли 75 военнослужащих. Сегодня проводили первую группу отпускников. В ближайшие дни в зону СВО отправятся все остальные. Родные и близкие пожелали им одно – скорейшего возвращения домой. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамск. Сегодня в Казани наградили активистов республиканской акции по помощи мобилизованным «Обещаю вернуться». Из рук депутата Госдумы Татьяны Ларионовой благодарственные письма получили 3 коллектива: Министерство молодежи, Государственное учреждение безопасности дорожного движения и студенты Института культуры. В феврале все вместе они собрали 600 банок варенья для мобилизованных. 150 учащихся сварили 3 вида конфитюра – можжевеловый, ореховый и ягодный. В гуманитарную посылку они также положили около 100 рисунков, писем и поделок детей. Напомним, акция «Обещаю вернуться» началась в Татарстане в канун 23 февраля. К ней присоединились студенты, школьники и воспитанники детских садов. Сейчас в штаб гуманитарной помощи передано более 10 тысяч банок с вареньем. Это была полностью наша инициатива студентов, педагогов. Как только мы услышали, мы приняли сразу решение, что мы будем этими участниками. Поддержать наших товарищей, у кого-то родителей, у кого-то отцов в такой сложный период, передать им свою поддержку, тепло, мысли о том, что мы их очень сильно любим. Наши студенты очень переживают за будущее нашей страны. И я очень рада, что ребята отнеслись с таким трепетом и к этой акции. Проект «Обещаю вернуться», он действительно стал таким объединяющим среди наших школьников и молодежи. Многие регионы, узнав о нашем проекте, поддержали его и уже тоже включились. И 9 мая для них тоже как отправная точка для того, чтобы порадовать своих бойцов. Прежде всего, это мои коллеги, Архангельская область, Калужская область, Москва включилась уже. Построили дом в СНТ, а зарегистрировать его не могут. С такой проблемой столкнулись несколько казанских семей. Говорят, причина – новые правила землепользования и застройки, которые утвердила Казгордума в 2021 году. Федеральный закон о дачной амнистии разрешает строительство дома на садовом участке, а местные власти запрещают, удивляются жители. Как такое могло произойти? Все ли так просто? Как не оказаться в такой ситуации, разбиралась Вероника Гайнудинова.
Решили строиться, то есть помогли родители, заняли у знакомых, залезли в кредиты с условием, что мы пропишемся в этот дом, продадим квартиру, долги все закроем, перекроем. Семья Саттаровых с 5 детьми в 2019 году начала строительство дома в СНТ Воровского на месте старого дачного. Хотели переехать из однушки в свое жилье. Многодетная мама, инвалид первой группы. В семье работает только папа. В кадастровой палате семье оформили техплан и выдали техпаспорт. В октябре прошлого года Саттаровы завершили строительство и хотели зарегистрировать дом. Но в Росреестре им отказали, так как жилые дома в СНТ запрещены. Они нам в ответ: вышел закон, не положено. Давай, приезжай, переоформим как дачный домик. Мы им сказали, мы не согласны. Ну какая дача? Вот 160 квадратов жилая. Как бы вот так. Техплан на жилой, все на жилой. А это вообще дом в воздухе. У него даже документов нет. Сосед Саттаровых Андрей Поярков свой дом хотел зарегистрировать как дачный, но ему отказали. Рассказывает, работал риэлтором, поэтому перед покупкой участка и строительством все проверял, но тоже оказался с домом без регистрации. Я проверил все, что можно было на тот момент проверить. И получается так, что они на данный момент взяли, переиграли в зону ОД. В отказе запрет на регистрацию жилого дома в обоих случаях обоснован тем, что земельные участки хоть и имеют вид разрешенного использования садоводства, но находятся в пределах зоны общественно-делового назначения, где запрещено строительство жилого дома. Росреестр указал, запрет основан на правилах землепользования и застройки Казани, которые утверждены Казгордумой в 2021 году. В исполкоме города объясняют, эти правила запрещают регистрацию жилого дома в садоводческих товариществах. В федеральном законе сказано, что строительство индивидуальных жилых домов на садовых участках возможно в случае, если земельные участки входят в предусмотренные правилами землепользования и застройки территориальные зоны, где такое строительство допускается. Таким образом, федеральный законодатель отдал возможность определить такие зоны местным властям, поскольку они ответственны за развитие муниципалитета и обладают информацией о потенциале территорий. В Казани действуют местные нормативы градостроительного проектирования, которые утверждены в 2016 году. Согласно документу, жилищное строительство на садовых участках запрещается. Как объясняет исполком, на территориях индивидуальной жилой застройки должна быть инфраструктура, в том числе и транспортная доступность. Ширина улиц должна быть не меньше 16,5 метров. Но границы существующих СНТ определены еще до 2000-х годов. Поэтому при застройке жилыми домами учесть градостроительные требования уже невозможно, говорят специалисты. Несмотря на это, многие, воспользовавшись дачной амнистией, успели построить дома и зарегистрировать их на садовых участках. Но по закону получается, это незаконно. Поэтому в 2021 году Казгордума и прописала в правилах землепользования параметры разрешенного строительства садовых домов. В них содержится картографическое описание границ каждой зоны. Они должны быть отражены на кадастровой карте. Сейчас все зоны поставлены на кадастровый учет, поэтому Росреестр начал учитывать эти данные. Пределы правовой экспертизы при проведении учетно-регистрационных действий в рамках дачной амнистии были изменены нововведениями, вступившими в законную силу с 1 июля 2022 года. Таким образом, до этой даты в пределы правовой экспертизы не входила проверка соответствия параметрам, установленным правилами землепользования и застройки. Если раньше существовала дачная амнистия и можно было провести регистрацию объекта недвижимости на земельном участке по дачной амнистии, то сейчас существует понимание, что существуют правила застройки в городе Казани, которые устанавливают определенные параметры застройки на каждом виде земельного участка. И как раз для правил в отношении земель СНТ в пределах города Казани были введены свои правила новые, и то, что теперь на них можно построить только садовые домики площадью не более 50 метров. Юристы говорят, в Казани есть случаи, когда земельный участок размежевывали на несколько маленьких, на них строили дома без территорий с нарушением правил, в том числе и противопожарных. Чтобы избежать такого, ввели минимальную площадь участка, на которой можно строить. Необходимо подать уведомление о строительстве в Росреестр, согласовать постройку с муниципалитетом. Поскольку на земельных участках можно строить только то, что разрешено градостроительным регламентом, то до начала строительства собственнику рекомендуется уточнить информацию о конкретном земельном участке в Управлении архитектуры и градостроительства Казани. Юрист советует даже перед покупкой земельного участка узнать, когда он был размежован
отмежован, к какой категории относится земля, что там предусмотрено правилами зонирования, разрешается ли строительство и ознакомиться с генпланом. Сейчас у исполкома в рамках муниципального контроля за соблюдением земельного законодательства абсолютно есть право обратиться в суд с иском о сносе данного дома в связи с тем, что оно не соответствует действующему законодательству. И фактически отстоять его будет очень сложно. У нее была возможность как садового зарегистрировать, но сейчас она даже как садовая в связи с изменением правил застройки, изменением зонирования в генплане это сделать не удастся. Фактически это незаконный самострой, хоть и на ее земельном участке. Саттарова сейчас одни из тех, кто попал в тот период, когда меняли закон. Поэтому возможность узаконить дом у них есть. Семья уже обратилась к депутату Госдумы Татьяне Ларионовой. Возможно, в индивидуальном порядке, как многодетной семье, им помогут. Она уже направила письмо в Кабинет министров республики. Вероника Гайнудинова, Лисан Саитова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. 12 лет без правой руки после травмы на производстве. И сегодня у татарстанца Айсафа Нугманова началась новая жизнь. Он получил бионический протез стоимостью более 2 миллионов рублей. Его особенность в том, что он практически выполняет функцию руки. О том, что ему дадут такой аппарат бесплатно, сообщили через социальный фонд. Айсаф Ахкиямович до последнего не верил, а сегодня смог поздороваться правой рукой. Айсаф Нугманов сегодня растерян. Эмоции проявятся позже. Пока разрабатывает новую руку. И почти все получается с первого раза. На адаптацию к протезу и полноценное использование потребуется еще пара дней. Удобно. Как своя. Айсаф Нугманов из села Терси Агрызского района. До несчастья работал комбайнером. Почти 12 лет назад во время работы потерял правую руку. Это случилось в 2011 году. Когда работал на комбайне, силосуборочном, попала под барабан и сразу ампутацию у меня. Пережить тяжелую ситуацию ему помогла жена Диляра и сын Адель. Тогда ему было 3 года. Во время игр он изображал руку отца. Он еще руку так ставил, так делал. Бионический протез стоит более 2 миллионов рублей и практически полностью заменяет руку. Можно манипулировать мелкими предметами и поднимать вес до 10 килограммов. Срок службы – 3 года, после чего ее также по программе социального страхования заменят на новую. Все комплектующие российского производства. У меня другие были, насчет этого даже и не мечтал. В нашем отделении ежедневно ведется работа по обеспечению нуждающихся в технических средствах реабилитации и протезно-ортопедических изделиях. На сегодняшний день всем татарстанцам, которым требуется протезы по программе ПРП, эти средства реабилитации предоставлены. Айсаф Нугманов – второй татарстанец, получивший бионический протез. В течение года его получат еще 2. Иван Сарафанов, Роман Фенин, ТНВ, Казань. Зарплата за онлайн-подготовку татарстанских школьников к ЕГЭ обогнала зарплаты нефтяников, а доходы учителей так и не дотянулись до средней зарплаты по региону. Кому работодатели готовы платить до 1 миллиона рублей в месяц? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Премьер Алексей Песошин сегодня встретился с заместителем генерального директора «Газпром Межрегионгаз» Сергеем Табачуком. Обсудили развитие газовой отрасли. Сергей Табачук представил нового руководителя «Газпром Межрегионгаз» в Казани. Им стал Айдар Тагиров. Он был исполняющим обязанности на этой должности с октября прошлого года. Фарид Мухаммедшин сегодня встретился с координаторами партийных проектов «Единой России». Обсудили работу таких программ, как «Городская среда», «Чистая страна», «Новые школы» и другие. Татарстан участвует в 24 федеральных проектах. Глава парламента призвал активизировать работу по их реализации, привлекать все муниципалитеты республики. Также Фарид Мухаммедшин отметил, такая работа – уникальная возможность для решения насущных проблем территорий и улучшения качества жизни населения. Уникальная возможность активизировать через партийную поддержку работу в муниципалитетах, в городах и районах нашей республики. Есть возможность привлечь, притащить деньги на реализацию этих партийных программ, партийных проектов и в целом национальных проектов, инициированных главой государства Владимиром Владимировичем Путиным.
Лишь половину мероприятий в республике проводят на татарском языке. Не во всех автобусах и трамваях объявляют остановки на двух государственных языках, а на дорожных указателях до сих пор остаются ошибки. Таковы итоги проверок исполнения законодательства о языках Татарстана. Их озвучили сегодня на Совете, провел его премьер Алексей Песошин. Кому он рекомендовал тесно сотрудничать с Академией наук и что грозит тем, кто не соблюдает закон? Репортаж Алии Хайрудиновой. В Доме правительства сегодня собрались представители министерств и ведомств, а также главы районов. Кто и как работал, чтобы сохранить два государственных языка? Этот вопрос стал главным в повестке заседания Совета. Следует отметить, что результаты 2022 года лучше результатов 2021 года. По словам министра юстиции Рустема Загидуллина, из 15 показателей не достигнуты 5. Лишь половина всех республиканских мероприятий проводят на татарском языке. Чуть больше половины детей татар в школах и детсадах обучают на родном языке. В аэропортах, ЖД и автовокзалах не вся информация представлена на двух государственных языках. В автобусах и трамваях об остановках на татарском оповещают только в 9 из 10 случаев. На официальных сайтах некоторых министерств и ведомств информация представлена лишь на русском языке. По этим критериям сегодня в аутсайдерах Минтранс и Минцифры, Высокогорский и Азнакаевский районы. Органами публичной власти создано 6327 страниц в социальных сетях. Анализ социальных сетей органов публичной власти показал, что размещение новостных сообщений осуществляется в большинстве своем только на русском языке. Более активно работают сами жители. Так, в народный контроль поступило более 7 тысяч заявок. Из них решено 5500. В основном жители пишут об ошибках в названиях улиц или, если нет татарского перевода. Здесь в красной зоне оказались Алькеевский, Зеленодольский, Лаишевский, Отнинский, Апастовский районы, Казань, Альметьевск, Челны. Количество обращений в госорганы республики на татарском языке увеличилось в 4 раза. Это более 12 тысяч заявлений. Министерству транспорта, дорожного хозяйства нужно этот вопрос по оформлению на двух государственных языках информации на дорожных указателях, которые были установлены до 2022 года, привести в соответствие с законодательством. Это касается и вывесок, уличных аншлагов, мемориальных, информационных досок. Здесь это муниципальным образованием нужно все это согласование провести. Коллеги, но предварительно все это согласовать с Академией наук. В год национальных культур и традиций Алексей Песошин рекомендовал особое внимание уделить воспитанию детей. В республике готовятся к проведению летних оздоровительных смен, работают театральные студии. За год существования театр «Апуш» обучил более 100 детей из Казани, Балтасей, Арска, Собов, Высокой горы. Уже поставлено 4 спектакля. Сейчас эти дети, естественно, обучаются все на бесплатной основе. Казанская мэрия осуществляет этот проект. Конечно же, желание расширяться, естественно, эта возможность должна быть предоставлена большему количеству детей. Самое главное, закон должен быть исполнен на все 100%. В случае регулярного неисполнения этого поручения, она у нас уже отражается в дальнейшем на деятельности первых лиц или кто отвечает за это направление. Там уже есть дисциплинарные, финансовые, ну и вплоть до поставить на вид в случае системного нарушения и неисполнения закона. Также в этом году особое внимание уделят национальным праздникам. К примеру, удмуртский Гырон-Бытон пройдет в селе Нырья Кукмарского района и соберет гостей со всей России. Алия Хайрудинова, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. В Союзе журналистов Татарстана сегодня презентовали книгу Сергея Федотова «Однодневные спектакли». Казанский журналист, поэт, бард подготовил рукопись к изданию, но выпустить книгу не успел. Он ушел из жизни 8 лет назад, когда ему было 59 лет. Его друзья и коллеги-журналисты решили издать книгу. Тираж лимитированный. Познакомиться с поэтическим творчеством Сергея Федотова можно будет в научной библиотеке имени Лобачевского, в Центральной библиотеке Казани и Национальной библиотеке Республики. Это была душа компании. И очень профессиональный человек. Он был замечательный журналист, очень любил работать со словом, у него был вкус к слову. Но оказывается, я даже, взяв в руки эту книгу, не знала, какое огромное количество стихов, произведений он создал за свою жизнь. Книга полностью соответствует тому, как он ее задумал. Я не набавил, не прибавил ничего. Это воспоминания о советских делах, это воспоминания о его друзьях, это воспоминания о людях, с которыми он был близок и дружил. У него сочетается все. Философские произведения с юмористическими, сказочными, бытовыми.
ироническими. Сергей Федотов работал в газетах «Зеленодольская правда», «Вечерняя Казань», «Казанские ведомости». Известен не только своими стихами, но и бардовскими песнями. Друзья сегодня исполнили песни на его стихотворение. И шагать теперь по ним, путь обратный не придется. Так иди, пока идется, будь доволен, что идешь. Пока это все, о чем мы успели вам рассказать. С погодой на завтра вас познакомит моя коллега Аделина Зарифова. Передаю слово ей, а я с вами прощаюсь. До встречи. Уважаемые жители Республики Татарстан, у вас есть возможность полностью списать свои долги. Вам поможет Банкрот-центр. Не теряйте времени. Записывайтесь на бесплатную консультацию. Компания «Тата Агролизинг» предлагает сельхозтехнику, сервис и запасные части с отсрочкой платежа до 6 месяцев. Телефон 203 83 00. Продсклад «Победа». Колбаса краковская 400 грамм 169,90. Пельмени домашние 229,90 за килограмм. Все нужное по низким ценам. Дум РТ Хадж. Важное событие в вашей жизни стало еще ближе. Комфортные условия поездок и проживания, выгодные цены, опытные руководители, медицинское сопровождение и незабываемый хадж ради довольства Всевышнего. Телефон в Казани 8 800 555 92 10. Дум РТ Хадж. Риск, адреналин, преодоление – все на грани человеческих возможностей. С 23 февраля в Казанском цирке экстрим-программа «На грани». Лада Гранта с выгодой до 80 тысяч рублей по программе утилизации или трейд-ин. Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности. Насыщенная деловая программа, отраслевая выставка с 5 по 7 апреля в Казань-Экспо. Как уничтожить колорадского жука? Карада с усиленным эффектом. Убивает и жуков, и личинок. Карада защищает картофель надолго. Здравствуйте! Переворачиваем страницу календаря и встречаем второй весенний месяц. Существенных изменений в погоде не ожидается. Подробнее об этом поговорим прямо сейчас. По данным сервиса Яндекс.Погода, в предстоящие сутки в Бугульме, Бавлах и Азнакаево осадки не ожидаются. Ночью столбики термометров поднимутся до 3 градусов тепла, а днем до плюс 5. В набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге вероятность осадков небольшая, но ветрено. Ночью ожидается около 4 тепла, днем до плюс 8. В Агрызе, Менделеевске, Актаныши переменная облачность. Температура ночью до 4 тепла, днем около 7 градусов со знаком плюс. В Арске, Кукмаре и Балтаси в ночные часы ожидается около 4 тепла, днем воздух прогреется до плюс 9. Осадки не прогнозируются. Без осадков в Болгаре, Торжаном и Буинске. Ночью до 2 тепла, в дневные часы ожидается около 9 градусов выше 0. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше преимущественно без осадков. Ожидается ночью около 3 тепла, днем до 8 градусов со знаком плюс. В воскресенье вероятность осадков будет небольшая, а температурный фон вновь повысится. В столице нашей республики ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью около 4 тепла, днем до плюс 9. Ветер южный порывистый, местами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы – 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха – 74%. Магнитное поле Земли все еще неустойчивое. Будьте внимательны к своему здоровью. Говорят, что апрель – это начало новой жизни, ведь именно в этом месяце появляется первая зелень, природа начинает оживать, а солнечного света становится все больше. Пусть и ваше настроение наконец оправится от серых будней и заиграет новыми красками. В студии была Аделина Зарифова. Следите за нашими прогнозами. Хороших вам выходных!